Для погашения внешнего долга депутаты хотят начать общереспубликанскую кампанию по сбору средств. Создаются общественные объединения, движения. Обещают, что отчет сбора будет сразу отображаться на сайте, а все процедуры будут прозрачными. Мы инициируем начало данной кампании. Объединение не будет собирать деньги. Мы только создаем условия для того, чтобы этот процесс начался и состоялся. Эта инициатива сбила с толку саму общественность, которая только оправляется после удара пандемии. Большинство не готовы к таким жертвам. Более того, они придерживаются мнения, что сами чиновники должны покрывать внешний долг страны, по вине которых мы и оказались в таком положении. Смотря какая сумма, а вообще, в принципе, не знаю, я считаю, где-то надо другие источники искать. Я думаю, наверное, нет, потому что сейчас каждый о детях думает. Ким десе ошол төлөсүн. Жөн эле пешенеттер менен жашаган эл кайсыл акчадан мына жумуш жок. Кимдер алса ошолор төлөсүн да. Алар үчүн биз эмнеге төлөшүбүз керек? Жанагы эл өкүлү, уяты жок эл өкүлдөрү чыгып алып. После всего, что произошло в стране в этом году, у депутатов еще хватает наглости выступать с таким предложением. Вместо того, чтобы успокоить народ и поддержать их, они просят объединиться и выплатить внешний долг страны. Это миллиардные средства. А когда была пандемия, когда люди буквально погибали у себя дома без консультации врачей, тогда нардепам не пришло в голову объединиться и помочь народу. Кыргызстанцы тогда не почувствовали поддержку парламента. Бизнес не остается в стороне. Предприниматели поддержат, и каждый готов внести энную сумму денег. Правда, если компания по сбору денег будет работать честно, а к ним присоединится народ. Я считаю, что это хорошая идея. Конечно, граждане не виноваты в том, что этот долг появился у граждан. Насколько я знаю, у каждого гражданина в среднем сегодня чуть ли не $1000, да, на душу. Конечно, мы все должны участвовать в процессе погашения долга по своим способностям и возможностям. Инициатива объединиться и выплатить долг звучит не впервые. Еще несколько лет назад депутаты за трибунами выступали с подобными предложениями. Однако тогда все осталось на словах, и в спецсчет поступило чуть больше 1 миллиона сомов. Еще в 2005 году депутаты уже выступали с такой инициативой и предлагали покрыть долги за счет бизнесменов, народа. Открыть спецсчет тогда у нас не получилось. Мы собрали 1 миллион. Тогда наш внешний долг составлял $2 миллиарда. Тогда эту идею поддержали многие. Были даже те, кто готов был продать почку. Патриотов было много. Но все было на словах. В этот раз будет то же самое. По состоянию на 30 июля общая сумма долга внешнего и внутреннего составляла более $4 миллиардов. Из них почти $1,8 миллиарда кредит, взятый у китайского Эксимбанка. По договору погашение его начнется уже в следующем году. Экономисты предлагают другие пути решения. Я предлагаю другие пути. Народ нужно оставить в покое. Я предлагаю внешний долг объединить с внутренним и торговать ценными бумагами. Эта практика используется в других развитых странах. Напомним, в сентябре тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков в ООН попросил поддержать государство и списать часть госдолга. В качестве уважительной причины он назвал пандемию коронавируса и ее тяжелые последствия для экономики. Но пока ответа не последовало. Больше всего страна задолжала КНР. Средства были направлены на строительство дорог и сферу энергетики. Элиза Балбакова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.